Новые поправки о блокировке сетей– дополнение к нашумевшему закону о связи, который был принят в Казахстане еще весной 2014 года. Тогда депутаты позволили Генеральной прокуратуре блокировать связь без получения санкции суда. Проект вызвал огромный общественный резонанс, однако за 2,5 года генеральный прокурор ни разу не воспользовался данными полномочиями, так что страсти со временем улеглись. Новые же поправки наделили возможностями блокировать телефонную связь и интернет Комитет национальной безопасности, вплоть до руководителей территориальных органов. Такой многоступенчатый достаточно механизм был. Вот, теперь же КНБ получил возможность, ну, в законе, по крайней мере, прописано так, что отключать связь напрямую. Адвокат указывает на то, что основание для блокировки– предотвращение тяжких преступлений– сформулировано слишком широко и размыто. При этом новые полномочия позволят комитетчикам заблокировать также социальные сети или мессенджеры абстрактного подозреваемого. В принципе, вообще нет никакой какой-то отчетности, кроме уведомления Генеральной прокуратуры о произошедшем. Вот, то есть, если бы хотя бы была бы какая-то обязанность отчитываться перед общественностью, получать санкцию разрешения, пусть уже постфактум, да, то было бы как-то больше вероятности от того, что это не происходило бы, ну, как-то совсем в таком, в порядке, как сказать, ну, как волюнтаристском. Правозащитник Евгений Жовтис участвовал в обсуждении данного законопроекта на стадии разработки. Еще тогда он указывал парламентариям на непонятную процедуру и отсутствие гарантии того, что эти полномочия не будут использованы в политической борьбе. У нас, как только начинается, причем какие-нибудь там распространение информации с использованием СМИ, сразу это следующая часть той или иной статьи, и она в ряде случаев переходит к тяжким. Или есть возбуждение разных видов розни. Как только это совершается лидером общественного объединения, а у нас таких море, от политических партий до просто организаций, так это тяжкое преступление. Это означает, что уже вот для этого, если вдруг кто-то, какой-нибудь начальник какого-нибудь ДКНБ установит, что то, что я говорю, ему не нравится, и он может в этом усмотреть какое-то возбуждение розни, а как у нас интерпретирует, что такое возбуждение розни социальный там или иной, дальше начинается, соответственно, действие. В результате активного обсуждения законопроекта в социальных сетях и СМИ Комитет нацбезопасности опубликовал официальное разъяснение поправок. В нем говорится, что полномочия офицеров КНБ не предусматривают массового отключения региональных сетей, а позволят блокировать доступ к связи и интернету точечно, в случаях, не терпящих отлагательств. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время.